Утро на телеканале «Россия» продолжает «Вести Чувашия», в студии Екатерина Данилова. Здравствуйте, на календаре вторник, 16 ноября. Сегодня исполняется 122 года со дня рождения чувашского поэта Михаила Сеспеля. Его стихи переведены на 56 языков, а сборники вошли в золотой фонд чувашской литературы. Михаил Сеспель писал о любви к родине, национальному языку. Всегда боролся за новую жизнь и светлое будущее своего народа. Знаменательно, что в этот день в ТЮЗе имени Михаила Сеспеля в Чебоксарах стартует 6-й межрегиональный фестиваль национальных театров юного зрителя и молодежных театров «Волжская сказка». Свои спектакли на сцене и онлайн покажут 7 творческих коллективов из 5 регионов страны. К другим темам зима полноценно вступила в свои права. Однако, по данным ГК ЧС Чувашии, реки покроются льдом в этом году только в начале декабря. Но уже сейчас спасатели готовятся перейти на усиленный режим работы. Как только подморозит, рыбаки спешат на тонкий лед, да и молодежь ради красивых фотографий готова рискнуть, а автомобилисты, чтобы сократить путь, напрямик едут по льду за Волгу. В связи с этим в Чебоксарах в местах, несанкционированных для перехода людей, уже установили предупреждающие знаки: переход-переезд по льду запрещен и осторожно, тонкий лед. На лед могут выходить только те транспортные средства, которые предназначены для передвижения по льду. Выход на лед автотранспортных средств и стоянка, в том числе автотранспортных средств на льду водоемов, будет рассматриваться как административное правонарушение. В чебоксарских детских садах стартовал онлайн-фестиваль авторских мультфильмов по страницам Сурского рубежа. Чтобы принять участие в конкурсе, творческим коллективам столичных детсадов необходимо создать мультфильм, который доступным и понятным языком расскажет детям о трудовом подвиге чувашского народа в годы Великой Отечественной. С помощью кукол, костюмов и декораций 6 дошкольных учреждений уже показали историю того сложного времени. Отмечу, посмотреть мультфильмы можно на YouTube-канале Центра развития дошкольного образования города Чебоксары. Кстати, победителем станет автор того ролика, который наберет большее количество лайков. Его определят уже 8 декабря. Сегодня в России отмечают День самбо. В этот день праздничные мероприятия пройдут по всей стране. Так, например, в Чебоксарской школе номер 2 уроки физкультуры для младшеклассников проведут воспитанники специализированных классов самбо. Они познакомят ребят с основами единоборства, научат правильно падать, освобождаться от захватов и как вести себя в экстремальных ситуациях. Завтра на телеканале «Россия-1» выйдет программа с участием врача-флеболога медицинской клиники «Варикоза нет» Рудольфа Богданова. Трансляция пройдет в прямом эфире, поэтому у вас, телезрители, будет возможность задать вопросы доктору по телефону. Тема программы – коронавирусная инфекция и варикозная болезнь. Какие могут быть осложнения и какое лечение предлагают врачи-флебологи. Об этом расскажем завтра, 17 ноября в 9:30 утра на телеканале «Россия-1». Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. До свидания.